Доступ к сайту elbrussoid.org был открыт 19 мая 2003 года. В первые месяцы его посещали за день всего около 2 десятков человек. Авторы проекта не гнались за рейтингами и не ставили перед собой амбициозных целей. Задача была предельно простой. Постепенно, шаг за шагом, из разрозненных источников в одном интернет-адресе собрать максимум позитивной и полезной информации о карачаевцах и балкарцах. С грамматической точки зрения слово «эльбрусоид» – это нечто производное от эльбруса. Суффикс «оид» обозначает подобный предмету или явлению. К примеру, латинское «humanus» – человеческий и «оид» – подобный образует гуманоид. В психологии суффиксом «оид» обозначает личностные качества, настойчивость, кипучую деятельность, бьющую в одну и ту же точку, убежденность. Эльбрусоид – это придуманное авторами проекта некое отвлеченное, условно-иносказательное название карачаевцев и балкарцев, издавна проживающих у подножия самой высокой точки Европы – Эльбруса. У этого этноса одна история, культура, язык и традиции, хотя административно они относятся к двум разным республикам Северного Кавказа. Elbrussoid.org было одним из первых карачаево-балкарских сайтов, позиционирующим себя вне политики, вне конфликтов и войн и вне пессимизма. Это означало, что сайт изначально освобождает себя от влияния политиков и партий, настроения которых могут меняться в зависимости от конъюнктуры. Elbrussoid.org с первых же дней своего существования отстранился от освещения и трактовки политических, национальных и иных конфликтов и противоречий. До запуска сайта еще много было разговоров. В течение долгих месяцев обсуждали, как выстраивать идеологию, что будет на сайте, чего не будет. В рассуждениях поздними ночами мы досиживали и до утра, и так разъезжались с рассветом. Разговоров было очень много. Как все делать? А с чего начинать, мало кто представлял. Но самое удобное было взять и запустить сайт. Сайт запустили, несколько человек запустили, и мы начали с самого примитивного. Просто то, что находилось под рукой, взяли и начали закачивать на этот сайт. Спустя пару месяцев, когда уже был минимальный объем информации, мы открыли доступ для посетителей. И мы сами с самого начала не ожидали, что это может быть настолько востребовано. Даже заслуга не в том, что сделали сайт, не в этом заслуга, а в том, что такого рода проект был ожидаем, востребован. И именно этим объясняется успех проекта. Как сайта, так и вообще этой затеи. Запуская сайт, никто не думал, что может быть это расширено настолько, насколько расширилось за эти истекшие 5 лет. Мы не думали, что будем там дублировать фильмы, мультики делать. Не думали издавать там книги такими тиражами, не думали, что будем принимать участие на каких-то фестивалях, песни и все прочее, прочее. Все это зарождалось как бы спонтанно. Вот появилась необходимость где-то поучаствовать, есть возможность поучаствовать. И этим пользовались. Самая главная проблема была с самого начала позиционировать себя вне политики, вне конфликтов, вне войн и чисто только культурно-просветительская организация. Политики меняются, политика тоже в стране меняется. В зависимости от конъюнктуры разные политики приходят к власти, подвязываться под кого-то, за кого-то агитировать, против кого-то агитировать.
это всегда сопряжено со сложностями. А тут вроде бы как мы никому ничем не обязаны, и мы занимаемся только тем, что подтягиваем молодежь и предоставляем поле для общения. Сейчас около 1500 посещений на интернет-сайте – это грандиозный успех. И если этот проект оказался востребованным, значит, он будет жить. И жизнь давать ему будем не мы, а те, кто заходит на тот же интернет-сайт, те, кто приходит в офис фонда, те, кто принимает участие в его акциях. Они и есть Эльбрус Ойт сейчас. На начальном этапе насыщение сайта происходило из различных открытых источников – книг, публикаций в газетах и журналах. Учитывая специфику интернет-публикаций, редакторы большее предпочтение отдавали обзорным статьям, в которых давались представления об истории, культуре и обычаях карачаевцев и балкарцев. Позже, когда у Эльбрус Ойда появились свои корреспонденты, начали публиковаться и эксклюзивные материалы – интервью, очерки, статьи. Так, публикации о достойных людях народа стали своеобразной галереей замечательных людей прошлого и настоящего. В фоторазделе сайта собраны уникальные фотографии прошлого и настоящего. На сегодняшний день сайт elbrusoid.org на своих страницах насчитывает несколько десятков тысяч познавательных страниц о карачаево-балкарском народе. Без преувеличения, самым посещаемым разделом сайта является форум, который стал популярным местом встречи карачаевцев и балкарцев во всемирной сети. В нем постоянно происходят виртуальные дискуссии об истории, споры об образовании и культуре, обсуждение самых злободневных вопросов жизни народа. На форуме молодежь поднимает самые неожиданные темы. При столкновении мнений рождаются необычные идеи и предложения. Молодые люди учатся выслушивать друг друга, заводят знакомства, которые перерастают в реальную дружбу. Хочется отметить, что знакомства в виртуальном форуме Эльбрус Ойда нередко заканчиваются реальными свадьбами. Создатели Эльбрус Ойда убеждены в том, что только высоконравственные и высокообразованные профессионалы помогут возродить народ и дать ему возможность быть достойно представленным в современном, быстро развивающемся мире. Одной из основных задач Эльбрус Ойда является формирование молодежи активной, образованной, инициативной и предприимчивой. Попадая в Москву, первокурсник зачастую несколько теряется, и в конечном итоге мы видим две крайности. С одной стороны, ребятки одаренные уходят в изучение науки, в изучение своих предметов, несколько теряя связь с народом. Вторая крайность – то, что часть молодежи, которая учится в Москве, уходит в праздный образ жизни. Развлечений в Москве очень много. В соответствии с этим несколько забывается о том, зачем приехали в Москву. В этой части изначально мы стараемся в Эльбрус Ойде четко сформировать цели, задачи, дать определенные ориентиры, с чем они должны в конечном итоге прийти. Мы идем к тому, что получаем ту прослойку молодежи, которая будет задавать тон в наших республиках, в политике, в общественной жизни, в экономике, в формировании каких-то ориентиров дальнейшего развития наших республик. Именно с целью пропаганды и стимулирования образования среди карачаево-балкарской молодежи фонд стал проводить вечера, посвященные поступившим в вузы, и отдельный праздник чествования юношей и девушек, получивших высшее образование в Москве. Первые вечера проходили в кафе с приглашением небольшого количества известных сотрудникам фонда, первокурсников и выпускников. Но уже тогда сразу стало ясно, что инициатива была очень ожидаемой. Гости встреч пользовались редчайшей возможностью пообщаться, а виновники скромного тогда торжества чувствовали себя несколько растерянно от неожиданного внимания к себе. Многие не могли поверить в то, что их желание учиться может быть так поддержано кем-то еще, кроме родных и близких.
Спустя пару лет вечера, посвященные первокурсникам и выпускникам вузов, переместились в просторные залы Москвы и превратились уже в традиционное землячество, на которые стали приезжать из других городов России и даже из стран ближнего и дальнего зарубежья. У карачаевцев и балкарцев появилась возможность регулярно общаться с друзьями и заводить новые знакомства в столице своей родины – Москве.